И еще один юбилей – 90 лет Академическому театру драмы имени Виктора Савина. 8 октября 1930 года коми-инструктивный передвижной показательный театр под руководством Виктора Савина открыл свой первый творческий сезон. Сегодня в Сыктывкаре по этому случаю дают концерт. Прямо сейчас на месте работает моя коллега Виктория Денисова. Виктория, вам слово. Добрый вечер, Евгений. В 2 дня, сегодня и завтра, театр драмы отмечает свой 90-летний юбилей. Ранее празднование пришлось отложить на целый год, пандемия помешала. Тем не менее, сотрудники театра отмечают, что отсрочка даже пошла на пользу. Юбилей театра совпал с годом столетия республики. 8 и 9 октября в учреждении дают 2 концерта. Программа называется «Место, где свет». Ее посвятили истории театра. А прямо сейчас рядом со мной находится директор театра драмы имени Виктора Савина Михаил Матвеев. Михаил Николаевич, такая крупная дата, с какими итогами сегодня театр подходит к ней? На самом деле замечательная дата и театра 90 лет, и замечательный юбилей республики 100 лет. Это, конечно же, повод для такого большого праздника с самым лучшим настроением. Отлично. Михаил Николаевич, расскажите, пожалуйста, о том, что же ждет наш театр в будущем, тем более, что приближаются еще более масштабные даты, к примеру, 95 лет и 100. Но чтобы говорить о столетии, надо все-таки вспомнить, что же было за эти 90 лет. Конечно же, это уникальная история нашего театра. Имя Виктора Савина, основателя, инициатора, вдохновителя профессионального театра нашей республики. Это рубеж 20-30-х годов. Постановление вышло 8 октября 1930 года. Это первый шаг профессионального театра. Дальше Савин сумел найти молодых, умных, талантливых, инициативных людей. Они стали первым поколением наших актеров. И сейчас они вошли в историю как великие. Это Аврамов, это Ермолин, это Мысов, Русина, Дьяконов. Почему великие? Потому что они не просто замечательные, выдающиеся актеры, они режиссеры, они драматурги, они руководители театра впоследствии стали. Вот это поколение и делало историю театра классической, русской, и до сих пор мы ощущаем это как нашу живую историю. Потому что никогда не было такого, чтобы связь терялась. А дальше, уже 40-е годы, Глафира Петровна Сидорова пришла в театр, Василий Дмитриевич Леканов и Юлия Трошева. И снова это большие мастера. И потом уже следующее поколение артистов, они уже это поколение больших артистов. Красильников, Кривошеин, позже Цивилева, Аборина, Костромин. Вот мы из года в год, из десятилетия в десятилетие ощущали вот эту преемственность. И, конечно же, за плечами большая история. Но еще очень важно сказать, что спектакли, которые рождались здесь, становились известными, популярными во всей стране. Пьеса «Свадьба» Николая Дьяконова, она получила общероссийскую, тогда еще был Советский Союз, известность на всю огромную страну. Ее ставили за рубежом. Знаменитый фильм «Свадьба с приданым» – это все наша история. «Свидание у черемухи» Александра Ларева, «Сельские вечера» Василия Леканова. Это все наша история, но это история и нашей театральной истории страны всей. Михаил Николаевич, спасибо большое за ваши ответы. Ну а я передаю вам слово студии. Евгений.